Я начал работать в компании «Казахстан Каспий Шель» с 3 июля 1993 года. В общей сложности я был вовлечен в этот проект на протяжении почти 15 лет. С самого начала я был первым в Атырау и организовывал территориальную дирекцию в Атырау. Конечно, первые несколько лет нам было очень трудно. Потом мы построили офис «Казахстан Каспий Шель» в Атырау, первый офис. Потом мы построили здание обрабатывающего центра. По тем временам, в 1994-1995 годах, это было большое новшество. Это специализированный офис, специально спроектированные именно под нужды обработки и интерпретации сейсмических данных, которые мы получим с моря в результате сейсмической съемки. То есть специальные системы кондиционирования, пожаротушения, хранения носителей данных и так далее, и так далее. После того, как мы завершили программу сейсмических работ, это 1997 год, в мае месяце эта работа была завершена полностью. Я тогда уже работал в Алмате, и с осени 1998 года я был президентом компании «Казахстан Каспий Шель», поскольку Балтарик Муханович ушел. После того, как образовался новый консорциум, то есть в ноябре 1997 года это подписание соглашения по разделу продукции, в 1998 году, в ноябре 1998 года я перешел в компанию, которая вначале называлась North Caspian Project Team, там были в основном коллеги из компании Shell, потом компания Wok организовалась, я перешел туда работать. И, естественно, там в то время основным задачами были это выбор буровой установки. Мы уже во время подписания СРП в Вашингтоне в ноябре 1997 года на следующий день сразу вылетели в Луизиану, посетили судоверфь Red Fox, там посмотрели на эту будущую буровую баржу, которая в Казахстане называлась «Сункар». Большая проблема была, конечно, связана с этой буровой, это ледовая защита. Лед, движение льда, о котором мы мало тогда понимали в первые периоды, имел громадное значение. То есть сначала на первой площадке для «Сункара» было построено подводный остров небольшой высоты, называется Берма. На нее должен был сесть должна была баржа, а по периметру были забиты сваи очень большого диаметра, большой толщины, и специальное оборудование баржи для забивки этих свай мы их привлекли из Баку. Но даже при этом в первую зиму мы увидели, что даже сваи полностью не гарантируют движение льда, и были случаи, когда лед заходил уже на корпус, на внутреннюю часть корпуса баржи «Сункар». Что делать? Как дать дополнительную защиту? То есть строились ледовые баржи, мы строили их в Астрахани. Начало бурения первой скважины Кашаган-Восточный 1. Буровая баржа «Сункар» прибыла на точку в августе 1999 года. Это была такая для нас большая операция. Я думаю, что весь Казахстан, все люди, которые более-менее интересуются этим проектом, мы все напряженно следили. Месяц ушел на подготовку к началу бурения, потому что довозились необходимое оборудование. Я пораньше поехал на буровую и так далее, поскольку моя специальность, я буровик сам, много лет, 13 лет в этой области работал, в том числе работал и бурильщиком, и буровым мастером. Конечно, до приезда высокого гостя я сам все это попробовал. То есть первые метры на этой скважине я сам стал за пультом. И это, конечно, для меня это большая честь. Мы завершили бурение первой скважины в июне 2000 года. Уже на буровой «Сункар»
шла подготовка к испытанию скважины. Президент страны изъявил желание приехать и участвовать в испытании скважин. При первом испытании, первой разведочной скважины на Кашагане, потому что это было очень большое событие для нас, для нашей страны. Ожидания казахстанцев, ожидания казахстанского сообщества от этого проекта остаются очень высокими. В плане вклада этого проекта в экономику, в развитие нашей страны. Поэтому та команда, там молодые люди, которые работают на этом проекте, наши акционеры Кашаганского проекта должны ускорять следующие фазы развития, следующие этапы развития Кашагана. Без этого у нас другого выхода нет. Второе, это, президент об этом неоднократно говорил, мы испытываем определенный дефицит в газе на внутреннее потребление страны. Экономика растет, население растет, газификация наших городов, сел и поселков увеличивается, нам нужно больше газа. Это тоже большой социально-экономический вопрос для страны. Третье, он всегда был приоритетом, этот вопрос, вопросы местного содержания, взращивания местных подрядчиков, поставщиков, производства необходимого оборудования здесь, в Казахстане. Вы этим занимаетесь, но ожидания сообщества против того, что мы делаем сегодня, еще остаются высокими. Понятно, что вопросы экологии, защиты природной среды, с учетом всего того, что происходит сегодня, падением уровня Каспийского моря, вообще ухудшением ситуации по всему миру, экологической ситуации, климатической ситуации, остаются приоритетными для нашего народа, для нашего сообщества. Я надеюсь, что все планы, которые вы ставите перед собой, будут выполнены, и Кашаганский проект будет работать на полной мощности, отдаст стране, народу Казахстана все, что народ ожидает. Спасибо.